Вот я и прибыл на свою дачку, где провел 10 лет, отдельно от людей. Вот только что затопил печурку, дымит она. Собачки моей любимой нету. Я ее отдавал Тузяра. Вот тут вот у меня стояла будка, вот на вот этом месте, где сейчас стоит мешок. И Тузярик тут вот жил, сюда заходил, а у меня вход вот сюда был. Я выходил, мы с ним всегда разговаривали. Мой любимая моя собачка. Я с кутенка его вырастил. Когда уезжал, думал, что же мне делать, куда же мне его деть, чтобы сохранить. Думал здесь отвязать, оставить. Думаю, человек тогда, который будет на этой даче присматривать за домиком, за всем, не зайдет сюда. Да и он будет здесь бегать, на всех гавкать. Тут тем более вот соседи. Вот это улица, на которой, дачка, на которой я жил, в которой я жил, и вот опять в которой я вернулся. Я ее не утеплял, она в пол кирпича всего лишь. Вот я утеплял ее травой. Каждый год понемножку травой обкладывал и обложил до самой крыши. Вот так вот. Вот так вот. Тут вот и забор, пока меня не было, сломался. Тут вот товарищ, который присматривал, вот ему отдали. Где-то поддоны нашел. Поддоны принес. Забор хотел ремонтировать. Вот. Тут вот капусточка осталась, которую я высаживал еще с сетевой грядки. Вот так вот. Это ежевичка моя, я которую высаживал, вот растет здесь. А это тут вот я вход. Тут вот Антон что-то понаставил всего, инструменты всякие, все это. Это коридор, вход в дачу, в мою халупу, где я обитаю. Вот это моя печурка, я ее только что затопил. Вот здесь вот я и обитаю. Обитал 10 лет. Правда, сейчас тут, пока меня не было, все мрачно стало. Алойчик еще он растет. Печурку вот затопил. Сейчас хочу протопить, потому что мне сегодня ночевать здесь придется. Вот так вот. А Тузярика моего нету, бедного. Я его отдал племяннику на сохранение. Звонил племяннику, так и не дозвонился. Племянник не брал телефон, потому что незнакомый номер. Тузярик, оказывается, 2 недели тосковал у него. Ничего совершенно не ел. Совершенно ничего не ел. Из голоду умер. Для меня это очень большой удар. Я когда ехал в Кустанай, у меня была одна радость с ним встретиться. Теперь и этой радости я лишен. Мне хочется выть. Я здоровый мужик, а мне хочется плакать. Это ужас просто, что у меня сейчас в душе происходит.
Вот тут я... Ну, тут было не так, конечно, чуть-чуть, когда я здесь жил. Это сейчас товарищ мой попеределал все, потому что я уезжал, я все вещи, все, что у меня было, все отдал племяннику. Я не думал, что так скоро мне придется возвратиться сюда. И вообще не думал, что мне сюда придется возвратиться. Поэтому я эту дачу отдал товарищу, он здесь находился, присматривал за ней. И вот мне все-таки пришлось сюда вернуться. Там противень наверху металлический, я на нее травки сушил, на том противне. Вот так вот, дорогой Виктор Алексеевич. Вот так вот, дорогие мои люди планеты Земля. 10 лет я жил на этой дачке, отшельником, отдельно от людей. Здесь вокруг в основном брошенные дачи. 10 лет познавал себя, свое предназначение на планете Земля, суть земного бытия, Отца-Создателя. Вот соседняя дача брошенная, там и все. Вот дачи брошенные, вон те дачи брошенные. Вот. За моей дачей тоже дачи брошенные. Ну, не моя эта дача тоже, это меня сюда пустили товарища тещи. Ну, вообще она мне сказала, если хочешь, Валентин, оформляй ее на себя. Но у меня не было шибкого желания ее оформлять, потому что я не хочу обрастать этой материальностью. Вот тоже там дачи, все брошено кругом. Я прекрасно провел здесь 10 лет. Тут вот малинка у меня, там вишенка растет. Тут товарищ Антон, который оставался, вот он все тут сделал. Это дичка у меня, тут вишенка, тут он яблонька. Там его душ у меня, я в нем моюсь каждое утро, ну и постоянно, каждое утро после зарядки обязательно. До самых морозов, пока вода не начнет замерзать. И с самой весны, как только вода перестает замерзать, я начинаю мыться и моюсь так здесь. Вот так вот, дорогие мои люди планеты Земля. Вот так я жил здесь до того, как уехал в Россию, в отряд шамана-воина Александра Габышева. И пока я был у него в отряде, пока я занимался этим движением по назначению Отца-Создателя, Бога, я чувствовал, что я живу. А сейчас я как будто бы гасну. Ну ничего, я знаю, что все. Наше движение не завершилось. Мы будем продолжать. Сгруппируемся, наберемся силы и продолжим. Во имя всего хорошего, во имя добра и света. Чтобы все люди были счастливы, чтобы не было богатых и бедных. Чтобы все жили люди счастливо, как мечтал о том наш Отец, вечно любящий нас Бог.